В ночь на 8 апреля 2010 года, когда толпа ворвалась в резиденцию Бакиевых в Бишкеке, охранники покинули свои посты за 6 часов до штурма. Это было необычно. Элитные подразделения не уходят без приказа. Когда первые люди вошли в особняк, они нашли нечто, чего не должно было там оставаться. Открытую дверь в подземное хранилище, где стоял массивный сейф немецкого производства. Замок был взломан профессионально, не ломом, не кувалдой, а инструментом, который оставляет ровные следы. Внутри хранилища остались только следы от ящиков на бетонном полу и запах машинного масла. Но самое странное началось через 3 часа, когда в резиденцию прибыли представители новой власти. Сейф исчез. Исчез полностью, вместе с металлическим корпусом весом в 800 килограммов. Кто успел вынести его в хаосе революции? И главное, что именно находилось внутри, если кто-то рисковал жизнью, чтобы забрать это в самую опасную ночь в истории Кыргызстана? Свидетели той ночи до сих пор боятся говорить на камеру. Один из охранников, покинувших пост за несколько часов до штурма, согласился дать показания только при условии полной анонимности. Его руки дрожали, когда он описывал, что произошло ранним утром 7 апреля, за день до революции. К резиденции подъехали 3 черных внедорожника без номеров, что само по себе было знаком тревоги, потому что даже самые секретные службы использовали правительственные номера для беспрепятственного проезда через блокпосты. Из машин вышли люди в штатском, но с выправкой спецназовцев. Короткие стрижки, тактические ботинки, скрытое оружие под курткой. Старший представился как сотрудник администрации президента, показал удостоверение с гербовой печатью, которое охранник не успел толком рассмотреть, и потребовал доступ в подземное хранилище. Когда его спросили о письменном приказе, он ответил фразой, которая запомнилась на всю жизнь. «Завтра письменных приказов не будет вообще. Открывай». Охранник открыл. Люди спустились вниз и провели там 2 часа, вынося тяжелые металлические ящики, обтянутые брезентом. Когда последний ящик погрузили в багажник, старший вернулся и сказал: «Через 24 часа здесь будет ад. Если хочешь выжить, уходи до полуночи. И забудь, что нас видел». На следующий день резиденция горела, а этот охранник смотрел на дым из окна своей квартиры, понимая, что стал свидетелем чего-то большего, чем обычное воровство. Но кто-то видел больше. Житель соседнего квартала, окна которого выходили на служебный въезд резиденции, снимал события той ночи на любительскую камеру. Видеозапись длилась 9 минут и показывала, как в 3 часа ночи к уже разграбленному особняку подъезжает грузовик с краном-манипулятором. 3 мужчин в рабочей одежде быстро, словно по отработанному плану, опускают стропу через окно подвального этажа. Через 20 минут кран поднимает массивный объект, завернутый в серый брезент. Форма и размер совпадают с промышленным сейфом. Грузовик уезжает в сторону южного выезда из города. Владелец записи передал ее местному телеканалу, но видео так и не вышло в эфир. Редактор получил звонок из неназванной структуры с просьбой не раздувать панику. Запись исчезла из архива канала через неделю. Но копия осталась у оператора, который сделал дубликат на всякий случай. Сегодня эта копия хранится в надежном месте, и несколько кадров из нее впервые покажут миру то, что скрывали 11 лет. Что было в сейфе? Версий множество, но все они крутятся вокруг 3 вещей — золота, денег и документов. По словам бывших сотрудников Национального банка, семья Бакиева имела доступ к резервному фонду, который официально числился как стратегический запас на случай кризиса. В фонде хранилось золото общим весом около 1,5 тонн, слитки советской чеканки и современные международные стандарты. Если предположить, что хотя бы половина этого запаса находилась в личном распоряжении президента, рыночная стоимость на тот момент составляла около $50 миллионов. Но еще ценнее могли быть документы. Бывший советник администрации, который покинул страну сразу после переворота, утверждает, что в личном сейфе Бакиева хранились досье на ключевых политиков новой власти, компромат, собранный спецслужбами за годы работы.
Если эти досье попали не в те руки, они могли стать оружием шантажа, способным влиять на политику страны долгие годы. Была ли это причина, по которой сейф исчез так быстро и бесследно? Имя болота Шера всплывает в разговорах об этой ночи не случайно. В апреле 2010 года он был одним из лидеров оппозиционной партии Атами Кен, которая активно участвовала в свержении Бакиева. Шер был известен как жесткий политик, не боявшийся открытой конфронтации с властью. И именно его сторонники входили в число первых, кто попал в резиденцию после бегства президента. Официально Болот Шер в тот день находился в другом месте. Координировал работу Временного штаба оппозиции. Но несколько свидетелей утверждают обратное. Таксист, который в ту ночь подвозил людей в районе резиденции, вспоминает высокого мужчину в темной куртке, которого он высадил неподалеку от особняка примерно в 2 часа ночи. Таксист узнал его по голосу, низкому, командному, который он слышал по радио во время митингов. «Когда он вышел из машины, я понял, кто это», — рассказывает водитель. Но промолчал. В такие ночи лучше не знать, кого возишь. Случайное совпадение или нечто большее? В следующие дни после революции Бишкек погрузился в управляемый хаос. Временное правительство пыталось восстановить порядок, но реальная власть была размыта между десятками групп, каждая из которых претендовала на долю влияния. В этом вакууме власти начались странные перемещения активов. Несколько особняков бывших чиновников были взяты под охрану людьми в гражданском, которые представлялись как народные дружины. Но их действия больше напоминали профессиональную зачистку. Они искали конкретные вещи, знали, где смотреть. В особняке бывшего министра финансов обнаружили пустой тайник за книжным шкафом. Замок был вскрыт не позднее, чем за сутки до прихода официальных следователей. В доме главы таможенной службы исчез сервер с записями всех транзитных операций за последние 3 года. Кто-то действовал на опережение, собирая козыри в игре, которая только начиналась. Партия Атами Кен в те дни находилась в эпицентре новой власти. Болот Шер стал одним из влиятельных членов Временного правительства, отвечая за вопросы безопасности и правопорядка. Иронично, учитывая, что правопорядок был понятием условным. Именно в его компетенции оказался контроль над изъятым имуществом бывшего режима. Официально все должно было передаваться в государственную казну с полной инвентаризацией. Но процесс инвентаризации затянулся на месяцы, а потом на годы. Многие объекты так и не появились в реестрах. Когда журналисты начали задавать вопросы, им отвечали стандартной фразой: «Материалы находятся на стадии проверки». Проверка продолжается до сих пор. Один из свидетелей, чье имя мы скрываем по его просьбе, работал в составе комиссии по инвентаризации имущества. Он вспоминает эпизод, который не дает ему покоя. Через неделю после переворота комиссия получила список объектов для проверки. В нем значился особняк Бакиева. Когда группа приехала на место, они обнаружили, что подвальное хранилище уже вскрыто и очищено. Официальный акт, составленный ранее неизвестной группой, гласил: «Помещение обследовано, ценностей не обнаружено». Акт был подписан 3 людьми, чьи фамилии свидетель не мог прочитать, подписи были неразборчивы, как будто нарочно. Когда он попытался уточнить, кто именно проводил первичный осмотр, ему сказали, что это была инициативная группа народного контроля. Такой структуры в официальных списках не существовало. Но акт имел печать, круглую, с едва различимым гербом и словами на кыргызском языке. Свидетель сфотографировал печать на телефон, но через 2 дня его телефон украли прямо из кармана в переполненной маршрутке. Совпадение? Следы вели дальше. В июне того же года, через 2 месяца после революции, в частном порту на берегу Иссык-Куля произошел необычный инцидент. Ночной сторож заметил грузовик, который разгружал тяжелые ящики на катер, пришвартованный к дальнему причалу. Обычно порт не работал ночью, но эти люди имели пропуск, подписанный кем-то из Временного правительства. Сторож не стал вмешиваться, зарплата не стоила проблем. Но он запомнил одну деталь. Один из ящиков случайно задели краном, брезент сполз, и в свете фонарей на секунду блеснуло золотистое сечение, будто металлический слиток. Катер ушел в направлении южного берега, где начинается граница с Казахстаном.
Сторож рассказал об этом знакомому из пограничной службы, но тот лишь усмехнулся. «Забудь. Сейчас такое время. Лучше не видеть лишнего». Позднее выяснилось, что катер был зарегистрирован на подставную компанию, которая числилась по адресу заброшенного офиса в центре Бишкека. Компания прекратила существование через месяц без ликвидационных процедур. Просто исчезла из реестра. Золото, документы, деньги — все это могло быть просто легендой, слухом, рожденным в хаосе революции. Но легенды не оставляют материальных следов. А следы есть. Они ведут от сгоревшей резиденции через ночной порт к границе, за которой начинается территория, где вопросы не задают. И в каждой точке этого пути мелькают люди, связанные с теми, кто пришел к власти после переворота. Это случайность? Или кто-то очень умело собрал ключевые ресурсы в момент, когда страна была слепа от ярости и хаоса? Болот-Шер всегда позиционировал себя как борца за справедливость, человека, который противостоит коррупции во имя народа. Его речи на митингах были полны гнева против олигархов, разворовавших страну. Он требовал прозрачности, подотчетности, наказания для тех, кто обогатился за счет государства. Народ верил ему. Харизма, жесткость, готовность идти до конца. Но те, кто знал его ближе, говорили о другом. Бывший соратник по партии, который позже порвал с Атамикеном, вспоминает. Болот всегда говорил правильные слова, но его взгляд менялся, когда речь заходила о деньгах. Он никогда не спрашивал, как помочь людям. Он спрашивал, кто контролирует ресурс. Это был прагматик, который понимал, что в политике недостаточно иметь правду на своей стороне. Нужно иметь средства, чтобы эту правду защитить. А средства не появляются из воздуха. После революции финансовое положение Атамикен заметно улучшилось. Партия открыла новые офисы в регионах, запустила мощную медиакампанию, начала финансировать социальные проекты. Официально средства поступали от пожертвований сторонников и бизнес-структур, поддерживавших демократические реформы. Но объемы вызывали вопросы. Один из журналистов, специализирующийся на расследованиях, попытался проследить денежные потоки партии через открытые реестры. Большинство крупных транзакций шло через посредников, фирмы-однодневки, которые существовали несколько месяцев и закрывались без следа. Когда журналист попытался получить комментарий у руководства партии, ему ответили, что финансовая отчетность соответствует закону и проверена аудиторами. Но имена аудиторов не были названы. А журналист вскоре получил предупреждение от неназванного источника. «Не лезь в то, чего не понимаешь. Революция делается не для отчетов». Параллельно начали всплывать странные детали из биографии самого Шера. В середине 90-х, когда Кыргызстан переживал экономический коллапс, Болот работал в одной из торговых компаний, которая специализировалась на транзите товаров из Китая. Компания неожиданно разорилась после скандала с контрабандой, но Шер вышел из этой истории без обвинений. Его имя не фигурировало в материалах дела. Как ему это удалось? Бывший оперативник таможенной службы, который вел то расследование, говорит прямо. Кто-то очень влиятельный вычеркнул его из списка фигурантов. Такие вещи не делаются просто так. Либо он дал информацию на других, либо у него были связи, о которых мы не знали. В любом случае, это показывало, что Шер умел договариваться и выходить сухим из воды там, где другие тонули. Его политическая карьера строилась на антикоррупционной риторике, но инсайдеры партии шептались о другом. Один из активистов, который покинул Атамикен в 2012 году, описывает атмосферу внутри партии как контролируемую паранойю. «Болот никому не доверял до конца», — вспоминает активист. Даже ближайшие соратники знали только свою часть работы. Финансовые решения принимались узким кругом из 3-4 человек. Остальные выполняли приказы и не задавали вопросов. Если кто-то начинал сомневаться или говорить лишнее, его аккуратно выдавливали из команды под разными предлогами. Это была не партия единомышленников, а жесткая вертикальная структура, где информация и ресурсы текли только сверху вниз. Кто получил выгоду от исчезновения сейфа Бакиевых? Прямых доказательств нет. Только совпадения, которые складываются в тревожную картину. После революции несколько ключевых фигур новой власти неожиданно приобрели дорогую недвижимость, открыли бизнесы,
получили доступ к государственным контрактам. Болот-Шер формально остался на политическом поле, не занимая министерских кресел, но его влияние росло. Он контролировал связи между временным правительством и силовыми структурами. Был тем, кто знал, кого назначить, кого убрать, кого предупредить. Это была власть без формального титула, самая опасная власть. И для такой власти нужны ресурсы, которые не проходят через официальные каналы. Нужны деньги, которые никто не отследит. Нужна информация, которой можно управлять людьми. В 2011 году независимая комиссия попыталась начать расследование исчезнувшего имущества режима Бакиева. Список пропавших активов был внушительным. Золотые резервы, наличные в иностранной валюте, недвижимость, транспорт, произведения искусства. Общая стоимость оценивалась в сотни миллионов долларов. Комиссия запросила доступ к архивам Временного правительства, к документам о первичных изъятиях и конфискациях. Но большая часть документов оказалась утеряна или уничтожена по техническим причинам. Свидетели, которые могли дать показания, внезапно отказывались говорить или покидали страну. Один из членов комиссии получил анонимное письмо с фотографиями его детей, сделанными около школы. Без текста, только фотографии. Он понял намек и вышел из комиссии. Расследование закрылось через полгода с формулировкой «Недостаточно доказательной базы для возбуждения уголовного дела». Но история не закончилась. Слухи продолжали жить в народе. В кофейнях Бишкека до сих пор рассказывают легенды о золоте Бакиевых, которое осело в тайных хранилищах новых хозяев страны. О документах, которые стали инструментом шантажа. О людях, которые пришли к власти на волне народного гнева, а потом использовали этот гнев, чтобы забрать все, что осталось от старого режима. Болот-Шер никогда не комментировал эти слухи. На прямые вопросы журналистов он отвечал с холодной усмешкой. «Те, кто сеет сплетни, служат врагам народа. Революция была честной. Мы боролись за свободу, а не за чужое золото». Но почему тогда он так нервничал, когда речь заходила о той ночи с 7 на 8 апреля? Кому было выгодно, чтобы сейф исчез бесследно? Кто имел доступ к силовым структурам, чтобы организовать операцию в хаосе революции? Кто контролировал финансовые потоки новой власти и при этом оставался в тени официальных должностей? Ответ лежит не в документах. Их уничтожили. Не в свидетельских показаниях. Свидетели молчат из страха. Ответ лежит в логике событий. В той холодной математике политики, где каждый ресурс имеет цену, а каждая тайна владельца. Болот-Шер был одним из тех, кто понимал эту математику лучше всех. Был ли он тем, кто решил уравнение в свою пользу? До последней минуты люди, которые знали Болота-Шера с молодости, верили, что он остался тем идеалистом, каким его запомнили в студенческие годы. Принципиальным, готовым отстаивать правду любой ценой. Один из его старых друзей, который учился с ним в университете в конце 80-х, согласился впервые за 11 лет рассказать о человеке, которого он больше не узнает. Его голос дрожит, когда он вспоминает, как они вместе выходили на первые протесты против коррупции, как ночами спорили о будущем страны, как давали друг другу клятву никогда не превращаться в тех, против кого боролись. Этот человек говорит, что Болот тогда был другим, открытым, искренним, способным плакать от несправедливости. Он вспоминает конкретный эпизод из 92 года, когда Шер отдал последние деньги семье репрессированного активиста, которого избили за критику властей. Деньги были нужны самому Болоту. У него рождался ребенок, жена лежала в больнице. Но он сказал тогда: «Если я не помогу сейчас, значит, все, во что я верю, просто слова». Куда делся тот человек? Когда именно идеалист превратился в того, кто сам стал частью системы? Изменение началось не в один день, а постепенно, почти незаметно для окружающих. Друзья Шера отмечают, что первый тревожный звонок прозвучал в начале 2000-х, когда он начал общаться с людьми, которых раньше презирал. Бизнесменами с сомнительной репутацией, бывшими чиновниками, теми, кто умел договариваться с властью через непрозрачные схемы.
На вопросы друзей он отвечал рационально. Чтобы победить систему, нужно понимать, как она работает изнутри. Нельзя бороться с коррупцией, не зная языка коррупционеров. Логика была убедительной, но результат оказался другим. Постепенно Болот перестал звонить старым товарищам. Когда встречались случайно, разговор был вежливым, но холодным, как между людьми, которых разделяет невидимая стена. Один из соратников по оппозиционной борьбе вспоминает их последнюю встречу в 2009 году, за год до революции. Я спросил его прямо: «Болот, мы боремся за народ или за власть?» Он посмотрел на меня так, будто я задал детский вопрос, и ответил: «В политике эти вещи неразделимы. Если ты этого не понимаешь, значит, ты не готов к настоящей борьбе». Я тогда понял, что потерял друга. Что изменило человека настолько, что он стал видеть в каждом соратнике либо инструмент, либо помеху? Те, кто работал рядом с ним в партии после революции, описывают атмосферу постоянного контроля и недоверия. Болот превратился в человека, который проверял каждое слово, каждое движение людей вокруг. Бывший помощник рассказывает, как Шер внезапно начал записывать все внутренние встречи на диктофон, официально объясняя это необходимостью протоколировать важные решения. Но запись велась даже на неформальных разговорах. И когда кто-то из коллег попросил выключить диктофон, Болот ответил с холодной усмешкой: «Если тебе нечего скрывать, тебе нечего бояться». Эта фраза стала его любимой. Он повторял ее постоянно, создавая атмосферу, в которой люди боялись говорить открыто. Помощник вспоминает случай, когда один из активистов партии позволил себе публично усомниться в правильности финансовой стратегии. Через неделю этот человек был удален из всех рабочих групп под предлогом несоответствия профессиональному уровню. Но все знали настоящую причину. Он задал неудобный вопрос. Паранойя или холодный расчёт? Где проходит граница между защитой дела и подавлением инакомыслия? Близкие люди замечали изменения не только в политической деятельности, но и в личной жизни. Шер стал скрытным, отстраненным, погруженным в мысли, которыми не делился даже с самыми родными. Его жена, с которой он прожил более 20 лет, говорила знакомым, что перестала узнавать мужа. Он мог сидеть за ужином молча, отсутствующим взглядом, глядя в никуда. На вопросы отвечал односложно. Ночами просыпался от кошмаров, но отказывался рассказывать, что ему снится. Один из родственников вспоминает семейный праздник в 2011 году, когда Болот внезапно покинул стол посреди застолья, услышав телефонный звонок. Он вышел во двор и говорил там больше часа. Его голос временами повышался до крика, но слов разобрать было невозможно. Когда он вернулся, лицо было бледным, руки дрожали. На вопрос, что случилось, он ответил: «Ничего, рабочие моменты». Но все видели, это было не просто рабочее. Это было что-то, что разрывало его изнутри. Что знала семья Болота Шера о том, чем он на самом деле занимался после революции? Официальная версия была проста. Политическая деятельность, борьба за реформы, защита интересов народа. Но за закрытыми дверями дома разворачивалась другая история. Его жена никогда не давала публичных интервью, предпочитая оставаться в тени. Но несколько человек из ближайшего окружения семьи согласились рассказать о том, что происходило в доме Шеров в те годы. Картина получилась тревожной. По их словам, Болот фактически отгородился от семьи стеной секретности. Он перестал обсуждать с женой свои дела. Приходил домой поздно, часто после полуночи, уставший, но напряженный, как человек, несущий груз, который нельзя разделить ни с кем. Дети видели отца все реже. Он пропускал их школьные праздники, дни рождения, семейные выезды на природу. Когда бывал дома, держался отстраненно, словно его мысли все время были где-то в другом месте. Жена пыталась говорить с ним о том, что происходит. Она видела, как меняется ее муж, как он теряет связь с реальностью, в которой живут обычные люди. Несколько раз она спрашивала прямо: «Болот, скажи честно, ты все еще тот человек, за которого я выходила замуж? Или ты стал одним из них?» Он реагировал по-разному. Иногда уходил от ответа, ссылаясь на усталость, иногда срывался на крик, обвиняя ее в непонимании масштаба его задач.
Один раз, по словам родственницы, он сказал фразу, которая шокировала жену. «Ты живешь в сказочном мире, где добро побеждает зло само по себе. Я живу в реальности, где победа требует грязных рук. И если мои руки грязные, значит, я делаю то, что нужно». После этого разговора между ними легла пропасть. Жена перестала спрашивать. Она просто наблюдала, как человек, которого она любила, превращается в кого-то другого. Дети тоже чувствовали перемены. Старший сын, которому в 2010 году было 15 лет, позже рассказывал друзьям, что боялся отца. Не физически, Болот никогда не применял насилие в семье. Но страх был другого рода. Страх перед человеком, который живет в параллельной реальности, где действуют законы, непонятные остальным. Сын вспоминает эпизод, когда случайно вошел в кабинет отца и увидел его сидящим перед разложенными на столе документами. Болот резко захлопнул папки и повернулся с таким выражением лица, что мальчик застыл на пороге. «Кто разрешил входить без стука?» — спросил отец ледяным голосом. Подросток извинился и вышел, но еще долго не мог забыть тот взгляд. Пустой, жесткий, как у человека, который не узнает родного сына. Что было в тех документах? И почему отец так боялся, что кто-то их увидит? Постепенно дом Шеров перестал быть домом в привычном смысле. Это стало скорее местом, где люди временно пересекались, но жили параллельными жизнями. Жена занималась бытом и детьми, муж приходил спать и снова уходил. Разговоры за ужином стали формальными, касались только повседневных вопросов. Никто не говорил о главном, о том, что происходит в стране, революции, о слухах, которые ползли по городу. Это была молчаливая договоренность: не спрашивать то, на что не хочешь услышать ответ. Близкие родственники замечали эту странную атмосферу, когда приходили в гости. Один из двоюродных братьев Болотов вспоминает, как однажды зашел без предупреждения и застал семью за обеденным столом в полной тишине. Каждый ел молча, уткнувшись в свою тарелку. Даже дети не разговаривали. Это было похоже на сцену из фильма ужасов, где люди живут в доме вместе, но каждый заперт в своей клетке одиночества. Жена знала больше, чем говорила. Она не могла не замечать странностей. Телефонные звонки в 3 часа ночи, которые Болот принимал, выходя из спальни, посетители, приезжавшие поздним вечером и остававшиеся в кабинете по несколько часов, конверты, которые муж прятал в сейф, не объясняя, что в них. Однажды, когда Болот уехал на несколько дней, жена не выдержала и попыталась открыть сейф. Она знала часть комбинации, дату их свадьбы, которую муж использовал в других паролях. Но замок не открылся. Болот изменил код, не сказав ей об этом. Это был знак. Больше не существует той близости, которая позволяет делить секреты. Жена заплакала той ночью, сидя на полу перед закрытым сейфом, понимая, что потеряла мужа навсегда. Не в физическом смысле, он продолжал возвращаться домой. Но человек, с которым она строила жизнь, исчез. И на его месте появился кто-то другой, кто-то холодный и чужой. Как жить с человеком, которого больше не узнаешь? Как смотреть в глаза мужу, подозревая, что он делает вещи, о которых лучше не знать? Жена Шера продолжала выполнять свою роль. Встречать гостей, поддерживать публичный образ благополучной семьи, растить детей. Но внутри нее росла пустота, которую она заполняла ежедневной рутиной, отключая эмоции, чтобы не сойти с ума. Родственница, с которой жена иногда делилась переживаниями, вспоминает ее слова. «Я больше не задаю вопросов, потому что если узнаю правду, мне придется делать выбор. А я не готова разрушить то, что осталось». Это была цена молчания. Жить в доме с человеком, который стал незнакомцем. Ради детей, ради видимости нормальности, ради того, чтобы не признаться себе, что все кончено. Предательство не случается в один момент. Оно созревает медленно, начинаясь с маленьких компромиссов, которые оправдываются необходимостью. Болот Шер начинал свой путь в оппозиции в окружении людей, которые доверяли ему безоговорочно. Они были готовы идти за ним на митинги, рисковать свободой, верить каждому его слову. Эти люди видели в нем лидера, который не предаст, не продаст, не свернет с пути.
Но революция изменила правила игры. Когда старая власть пала, началась борьба за новую, и в этой борьбе доверие превратилось в слабость, а лояльность — в товар, которым можно торговать. Первые признаки того, что Болоб готов идти по головам бывших соратников, появились летом 2010 года, через несколько месяцев после переворота. Временное правительство формировало новую структуру власти, распределяя должности и ресурсы. Один из ближайших сподвижников Шера, человек, который стоял рядом с ним на всех митингах, рассчитывал на пост в новом правительстве. Он имел на это полное право, его вклад в революцию был неоспорим. Но когда подошло время назначений, этот человек был исключен из списка. Более того, о нем начали распространяться слухи. Якобы он имел связи со старым режимом, якобы его финансировали сомнительные структуры. Слухи были ложью, но они сделали свое дело. Человек был вычеркнут не только из списка назначений, но и из политической жизни вообще. Позже выяснилось, что именно Болот настоял на его удалении, объяснив это необходимостью сохранить чистоту рядов новой власти. Но истинная причина была другой. Этот соратник знал слишком много о том, как распределялись ресурсы бывшего режима в первые дни после революции. Бывший соратник, которого предали, попытался встретиться с Болотом и поговорить напрямую. Встреча состоялась в одном из правительственных зданий, где у Шера был временный кабинет. Разговор длился меньше 10 минут. Соратник спросил: «Болот, почему ты это сделал? Мы же были друзьями, мы вместе боролись». Шер посмотрел на него холодно и ответил: «В политике нет друзей. Есть союзники, пока они полезны. Ты стал помехой. Извини, но я не могу позволить личным чувствам влиять на стратегию». Соратник попытался возразить, напомнить о клятвах, о совместных рисках, о доверии, но Болот прервал его. «Ты живешь в прошлом. Революция закончилась. Теперь начинается строительство нового государства. И в этом государстве места для тебя нет». Человек вышел из кабинета, понимая, что потерял не только пост, но и человека, которого считал братом. Это был не единственный случай. В следующие месяцы из команды Шера один за другим исчезали люди, которые когда-то стояли у истоков оппозиционного движения. Одних отправляли на второстепенные должности в регионах, фактически в ссылку, других дискредитировали через подконтрольные СМИ. Третьи уходили сами, не выдержав атмосферы подозрительности и цинизма. Болот объяснял эти чистки необходимостью обновления кадров и повышения эффективности. Но те, кто остались, понимали истину. Он избавлялся от всех, кто мог подвергнуть сомнению его решения, кто помнил его прежним, кто знал слишком много о том, что происходило в тени официальных заявлений. Доверие стало угрозой. Старые связи — обузой. Каждый, кто мог напомнить Болоту о его прежних идеалах, был вычеркнут из новой реальности. Одна из самых болезненных историй связана с человеком, который спас Шеру жизнь во время одной из силовых разгонов митинга в 2008 году. Тогда ОМОН избивал демонстрантов, и Болот оказался на земле под ударами дубинок. Этот человек закрыл его своим телом, получив тяжелые травмы, но дав Шеру возможность спастись. После революции он рассчитывал на благодарность, на признание, на какую-то роль в новой власти. Но Болот даже не ответил на его звонки. Когда спаситель наконец добрался до него через общих знакомых, Шер встретил его с видимым раздражением. «Что ты хочешь?» — спросил он без предисловий. Человек растерялся. «Я просто хотел поговорить. Мы же вместе прошли через многое». Болот посмотрел на часы и сказал: «У меня нет времени на ностальгию. Если тебе нужна работа, обратись в кадровый отдел партии. Может, найдут что-то подходящее». Это было унижением. Человек, который рисковал жизнью, был отправлен к безликим чиновникам, как проситель. Он ушел, больше никогда не пытаясь связаться с Болотом. Мог ли Шер доверять кому-то после того, как сам научился предавать? Паранойя — естественное следствие предательства. Тот, кто однажды предал доверие, начинает видеть предателей повсюду. Болот окружил себя новыми людьми. Теми, кто не знал его прежним, кто был связан с ним только интересами власти и денег, а не идеалами. Это были профессионалы цинизма,
для которых политика была бизнесом, а не служением. Но даже им он не доверял до конца. Он проверял их телефоны, контролировал переписку, устраивал случайные проверки лояльности. Один из новых помощников вспоминает, как Болот однажды подбросил ему ложную информацию о якобы секретной встрече и через день спросил: «Ты кому-нибудь рассказывал о встрече?» Помощник, который действительно никому не говорил, подтвердил это. Но Болот продолжал давить. «Уверен? Потому что я слышал, что информация утекла». Это была игра на измор, проверка нервов. Помощник выдержал, но понял. Здесь никому нельзя доверять, даже лидеру. Цена предательства платится не только теми, кого предали, но и самим предателям. Болот-Шер построил вокруг себя мир, в котором не осталось места искренности, дружбе, человеческому теплу. Он получил власть, влияние, ресурсы, все, ради чего шел на компромиссы. Но что он потерял? Он потерял себя. Того человека, который когда-то верил, что можно изменить мир, не став его заложником. Того человека, который плакал от несправедливости и отдавал последние деньги нуждающимся. Того человека, за которого люди были готовы умереть. Вместо него остался расчетливый политик, для которого каждый человек был либо инструментом, либо угрозой. Остался человек, который боялся спать по ночам, потому что знал, его могут предать так же, как он предал других. Остался человек, который не мог посмотреть в глаза собственным детям, потому что видел в их взглядах вопрос, на который не было ответа. «Кто ты на самом деле, папа?» Мог ли Болот-Шер доверять тем, кого предал? Или он понимал, что предательство разрушает не только отношения, но и душу того, кто его совершает? В 2012 году один из старых соратников, которых Шер выдавил из политики, умер от сердечного приступа. На похоронах собрались многие из тех, кто когда-то стоял рядом с Болотом в оппозиционной борьбе. Шера на похоронах не было. Он прислал формальный венок с лаконичной надписью «От коллег по партии». Никаких личных слов, никаких воспоминаний. Люди, стоявшие у гроба, смотрели на этот венок и понимали, человек, которого они знали, умер раньше, чем их товарищ. Болот-Шер перестал существовать где-то между идеалом и властью, между клятвой и предательством. Остался только символ того, как революция пожирает своих детей. И самое страшное, что он сам стал той силой, которая пожирает. Что происходило с телом человека, который за 10 лет прошел путь от идеалиста до циника, готового на все ради власти? Личный врач Болота-Шера, который наблюдал его с 2005 года до 2014, согласился дать показания при условии анонимности. Его медицинская этика не позволяет раскрывать детали, но общую картину он описывает с болью профессионала, наблюдавшего, как пациент разрушает себя изнутри. В 2005 году, когда Болот только начинал активную оппозиционную деятельность, он был мужчиной в расцвете сил. 42 года, спортивное телосложение, ясный взгляд, энергичная походка. Давление 120/80, пульс в покое 62 удара, анализы в норме. Типичный портрет здорового человека, который следит за собой. Но уже через 3 года картина начала меняться. Весной 2008 года врач заметил первые тревожные симптомы. Болот жаловался на бессонницу, головные боли, которые не снимались обычными препаратами. Давление поползло вверх, 140/90, потом 150/95. Пришлось назначить гипотензивные средства. Шер принимал их нерегулярно, ссылаясь на занятость, на митинги, на постоянные разъезды. Врач предупреждал, если не контролировать давление, будут последствия. Болот отмахивался. Потом, когда закончится борьба, тогда займусь здоровьем. Но борьба не заканчивалась никогда. После революции 2010 года изменения ускорились так, будто организм включил режим самоуничтожения. Врач видел Болота через месяц после апрельских событий и не узнал его. За какие-то 30 дней человек постарел на 5 лет. Глубокие морщины прорезали лоб и область вокруг глаз. Седина, которой раньше не было, захватила виски и пробилась в волосы на темени.
Кожа приобрела нездоровый серый оттенок. Но хуже всего были глаза. Они потеряли тот огонь, который горел в них раньше. Теперь в них было что-то другое. Усталость, смешанная с тревогой. Взгляд человека, который не спит ночами, не из-за бессонницы, а потому что боится закрыть глаза. Врач настоял на полном обследовании. Результаты были тревожными. Давление стабильно держалось на уровне 160 на 105. Начальные признаки гипертрофии левого желудочка сердца. Повышенный уровень кортизола в крови. Маркер хронического стресса. Печёночные пробы тоже были на границе нормы. Болот пил, хотя раньше почти не употреблял алкоголь. Теперь врач замечал запах коньяка даже на дневных приемах. На вопрос о количестве Шер отвечал уклончиво. Пару рюмок вечером, чтобы расслабиться. Но пара рюмок не дает таких показателей печени. Самым тревожным симптомом была потеря веса. За полгода после революции Болот похудел на 14 килограммов. Это не была здоровая потеря веса. Организм буквально сжигал сам себя от стресса и недосыпа. Лицо осунулось, скулы выступили резко, одежда висела мешком. Врач спрашивал о питании. Шер признавался, что забывает есть, может пропустить завтрак и обед, потому что погружен в дела. Ужин тоже часто превращался в формальность. Пара ложек супа, кусок хлеба. Аппетит исчез вместе со вкусом к жизни. Доктор настаивал на полноценном питании, объяснял, что организм не выдержит такого режима. Болот кивал, обещал, но ничего не менялось. Он был как человек, который сознательно гасит свою жизнь, сжигает себя изнутри ради чего-то, что важнее собственного здоровья. Ради власти, которая превратилась в наркотик, без которого существование теряло смысл. Руки начали дрожать в 2011 году. Сначала легкий тремор пальцев, заметный только при письме или когда Болот держал чашку кофе. Потом дрожь усилилась. Врач предположил неврологическую природу, последствия хронического стресса и недосыпа. Назначил седативные препараты, рекомендовал отдых. Шер отказался от отпуска категорически. Седативные принимал, но они помогали плохо. Тремор оставался, иногда усиливаясь до такой степени, что Болот не мог удержать ручку. Тогда он переходил на печатание, но и на клавиатуре пальцы промахивались мимо клавиш. Это злило его, он срывался на окружающих, обвиняя в мелочах, которые раньше игнорировал. Люди вокруг начали замечать, что Шер стал раздражительным, вспыльчивым, неуправляемым в гневе. Врач понимал, это тоже симптом. Изменения в поведении отражали изменения в мозге, перегруженном стрессом и недосыпом. К 2013 году Болот Шер выглядел как человек, стоящий на краю физического коллапса. Врач видел его в последний раз зимой того года. Болот пришел на прием, с трудом поднявшись по лестнице на второй этаж. Одышка давала о себе знать. Сел в кресло тяжело, как старик, хотя ему было всего 50 лет. Кожа лица обтянула череп, глаза провалились, под ними залегли фиолетовые тени. Голос стал хриплым, последствия курения, которое он начал после революции, выкуривая по пачке в день. Врач измерил давление — 170 на 110. Это опасная зона, риск инсульта. Он сказал прямо: «Болот, если не остановишься, через год тебя может не быть. Нужен полный отдых, лечение, отказ от стрессов». Шер посмотрел на него с горькой усмешкой и ответил: «Доктор, вы не понимаете. Я уже мертв. То, что вы видите перед собой, — это просто оболочка, которая еще двигается по инерции». Врач не знал, как реагировать на эти слова. Это была исповедь человека, который понял, что заплатил за власть самую высокую цену — собственную жизнь, и теперь просто доживал остаток, не надеясь на исцеление. Что знала группа из 7 человек, которую сам Болот Шер назвал в узком кругу «хранителями»? Существование этой группы не было секретом для тех, кто находился в ближнем круге новой власти после революции. Но о её функциях знали единицы. Официально это была рабочая группа по инвентаризации имущества свергнутого режима. Формулировка туманная, но звучащая легитимно. Неофициально это были люди, контролировавшие самый чувствительный ресурс переходного периода — информацию. Документы, досье, записи,
Архивы спецслужб, финансовые отчеты, компрометирующие материалы на всех ключевых фигур прежней и новой власти. Тот, кто владел этой информацией, владел рычагами реального влияния. Болот понимал это лучше других. Именно поэтому хранители подчинялись напрямую ему, минуя официальные структуры Временного правительства. Они не имели кабинетов в госучреждениях, не числились в штатных расписаниях. Встречались в частных помещениях, общались через защищенные каналы, не оставляли следов. Даже имена 5 из 7 членов группы до сих пор неизвестны широкой публике. Один из 2 известных членов группы, бывший подполковник службы национальной безопасности, который после революции формально ушел в отставку, но фактически продолжал работать в тени. Этот человек, назовем его подполковник, обладал уникальным знанием. Он 20 лет работал в архивном отделе СНБ, где хранились самые секретные материалы. Он знал, где что лежит, как извлечь нужный документ, как интерпретировать зашифрованные записи. После апреля 2010 года, когда здание СНБ было частично разграблено толпой, именно подполковник организовал эвакуацию наиболее ценных архивов в безопасное место. Официальная версия гласила, что документы переданы Временному правительству для последующего расследования преступлений режима. Но Временное правительство никогда не получило полный доступ к этим архивам. Они осели в руках хранителей, которые решали, кому, когда и что показывать. Второй известный член группы — специалист по информационным технологиям, который до революции работал в одном из коммерческих банков, обслуживавших элиту режима Бакиева. Этот человек, назовем его айтишник, имел доступ к банковским системам, знал механизмы отмывания денег, мог проследить финансовые потоки через десятки подставных компаний и офшоров. После переворота он предложил свои услуги новой власти, заявив, что может восстановить картину разворованных активов. Болот оценил его компетенцию и включил в хранители. Айтишник действительно восстановил часть финансовых схем. Но эта информация не была передана правоохранительным органам для расследования. Она осела в личных архивах группы, став инструментом влияния. Зная, кто куда переводил деньги, можно было шантажировать почти любого политика или бизнесмена в стране. И хранители использовали этот инструмент. Остальные 5 членов группы оставались в тени, но их функции можно реконструировать по косвенным признакам. Один из них был связан с правоохранительными органами. Он координировал действия милиции и прокуратуры, обеспечивая, чтобы неудобные расследования не доходили до опасных точек. Другой работал в медиасфере, контролируя информационные потоки, решая, какие темы освещать, какие замалчивать. Третий имел связи в бизнес-кругах, собирая информацию о финансовых интересах ключевых игроков. Четвертый специализировался на международных связях, отслеживая перемещение денег и людей за границей. Пятый был специалистом по грязным делам, человеком, который решал проблемы методами, о которых лучше не знать. Вместе они образовывали структуру, которая видела все, знала все, контролировала все, оставаясь невидимой для общества. Группа собиралась раз в 2 недели в частном доме на окраине Бишкека, принадлежавшем доверенному лицу Болота. Встречи проходили поздним вечером, без охраны, без свидетелей. Обсуждали текущую ситуацию, распределяли задачи, принимали решения о том, какую информацию использовать, кого прижать, кого защитить. Болот председательствовал, но решения принимались консенсусом. Это была не иерархия, а своего рода корпорация, где каждый имел свою долю влияния. Записей встреч не велось, ничего не фиксировалось на бумаге или в электронном виде. Всё держалось в головах. Единственным материальным следом были сами архивы, документы, жесткие диски, флешки, которые хранились в нескольких тайниках, известных только членам группы. Зачем Болоту нужна была эта группа? На поверхности он позиционировал себя как демократа, борца за прозрачность и справедливость. Но под поверхностью он строил теневую структуру контроля, основанную не на законе, а на информации и страхе. Это было страховкой на случай, если официальная власть выскользнет из рук. Пока хранители контролировали архивы, Болот оставался игроком, способным влиять на ситуацию даже без формальной должности. Это была классическая схема власти в тени. Власти более реальной, чем любой министерский пост. И пока эта схема работала, Болот чувствовал себя защищенным.
Что произошло в архивах Службы национальной безопасности в ночь с 14 на 15 июля 2010 года? Официальная версия гласит: пожар, возникший из-за короткого замыкания в электропроводке. Огонь уничтожил часть подвального хранилища, где находились документы за период с 1995 по 2005 годы. Ущерб оценен как значительный, но не критический. Следствие установило технические причины возгорания, виновных не нашли. Дело закрыли через 3 месяца. Но те, кто работал в архивах, знают другую историю. За день до пожара к зданию СМБ подъехал грузовик с маркировкой ремонтной компании. 3 рабочих в спецодежде предъявили пропуска, выписанные якобы по распоряжению руководства службы, и прошли в подвал под предлогом проверки вентиляционной системы. Ночной охранник запомнил, что рабочие вышли через 2 часа, нагруженные несколькими коробками. На вопрос, что они вынесли, ответили: старые чертежи и техническую документацию, подлежащую утилизации. Охранник не стал проверять содержимое. Через 6 часов вспыхнул пожар именно в том отсеке, где работали рабочие. Что было в уничтоженных документах? Архивариус, который успел ознакомиться с частью материалов до пожара, рассказывает, что там хранились досье на ключевых оппозиционных политиков 90-х и 2000-х годов. Это были стандартные материалы оперативной работы: записи прослушек, отчеты наружного наблюдения, фотографии встреч, финансовые справки. Среди прочих там было массивное досье на болото Шера. Папка толщиной около 5 сантиметров, начатая в 1998 году, когда он впервые начал активную политическую деятельность. В досье фиксировались его связи, источники финансирования, личная жизнь, слабые места. Были там и компрометирующие материалы: контакты с сомнительными бизнесменами, эпизоды, которые могли быть интерпретированы как коррупция или злоупотребление влиянием. Спецслужбы собирали это не для немедленного использования, а как страховку на будущее. Классический метод контроля оппозиции. Но после революции эти досье стали опасными для самих оппозиционеров, пришедших к власти. Если бы материалы стали достоянием публики, многие репутации рухнули бы мгновенно. Подполковник из хранителей точно знал, что и где хранится. Он сам курировал формирование многих из этих досье в свое время. После революции он оказался перед выбором: уничтожить компрометирующие материалы на новых хозяев страны или использовать их как инструмент влияния. Он выбрал второе, но с оговоркой. Материалы нужно было переместить под контроль узкой группы, чтобы не допустить утечки через официальные каналы. Операция по эвакуации архивов прошла в первые дни после переворота. Но часть документов осталась в здании СНБ. Менее значимые материалы, дубликаты, технические записи. Эти остатки нужно было уничтожить, чтобы замести следы и создать алиби. Пожар был не случайностью. Это была спланированная операция, призванная уничтожить улики того, что значительная часть архивов исчезла. Через неделю после пожара журналистка независимого издания попыталась получить доступ к сохранившимся архивам СНБ для подготовки материала о методах работы спецслужб при старом режиме. Ей отказали, сославшись на секретность и необходимость защиты персональных данных. Когда она настояла, ссылаясь на закон о доступе к информации, ей сообщили, что большая часть архивов уничтожена пожаром, а оставшиеся материалы проходят инвентаризацию и будут доступны не ранее, чем через год. Год превратился в 2, потом в 3. Доступ так и не был предоставлен. Журналистка позже написала статью, в которой высказала подозрение, что пожар был организован намеренно для уничтожения компромата на новую власть. Статья вышла в небольшом тираже, не вызвала резонанса. Через месяц редакция издания получила крупный штраф от налоговой службы за якобы нарушение в отчетности. Издание закрылось. Журналистка уехала из страны. Параллельно уничтожались финансовые следы. Айтишник из хранителей получил задачу зачистить банковские базы данных от записей, которые могли бы указать на подозрительные транзакции периода революции. Речь шла о десятках переводов, которые прошли в апреле-мае 2010 года через счета подставных компаний. Суммы были значительными — от 100 тысяч до $1 миллиона каждая.
Получатели находились как внутри страны, так и за рубежом. Эти транзакции нарушали все нормы банковского контроля. Но в хаосе переходного периода никто не обращал внимания. Теперь, когда власть стабилизировалась, следы нужно было замести. Айтишник использовал свои связи в банковском секторе. Некоторые записи были удалены из электронных систем под предлогом технических сбоев. Другие были заменены на фиктивные транзакции, маскирующие реальные потоки. Те банковские служащие, которые знали о зачистке, получили щедрые вознаграждения и настоятельные рекомендации молчать. Один служащий попытался сохранить копию данных на личном носителе. Через неделю его уволили за дисциплинарное нарушение. Носитель исчез. Страх стал основным инструментом контроля. Хранители не использовали прямое насилие. Это было бы слишком заметно. Вместо этого применялись методы психологического давления. Человек, который знал слишком много, начинал замечать странные вещи. За ним следят на улице. Его телефон прослушивается. В почтовый ящик подбрасывают анонимные записки с намеками на то, что известны его секреты. Это создавало атмосферу паранойи. Люди замолкали сами, без прямых угроз. Они понимали, система видит их, знает о них, контролирует их. Один бывший сотрудник прокуратуры, который пытался инициировать расследование исчезновения архивов, получил по почте конверт с распечатками его личной переписки, включая интимное сообщение любовницы. Никаких угроз, никаких требований. Только молчаливое послание. «Мы все знаем». Он прекратил расследование на следующий день. Зачем уничтожались архивы? Официальный ответ — чтобы защитить персональные данные граждан и предотвратить использование компромата в политических целях. Реальная причина — чтобы скрыть, что новая власть использовала те же методы, против которых боролась. Болот Шер и его группа захватили инструменты репрессивной машины старого режима и применили их для укрепления собственной власти. Архивы были доказательством этого. Досье на самого Болота, хранившееся в СНБ, содержала информацию о его связях с криминальными структурами в 90-е годы, о схемах финансирования его оппозиционной деятельности через подставные компании, о встречах с людьми, которых он публично осуждал. Если бы это стало известно, его репутация борца за справедливость рухнула бы. Поэтому архивы горели. Поэтому свидетели молчали. Поэтому история переписывалась под контролем тех, кто победил. Сегодня в здании Службы национальной безопасности на стене висит мемориальная табличка, посвященная сотрудникам, погибшим при исполнении долга. Среди имен нет тех, кто организовал пожар. Их имена не вписаны в историю, потому что их действия были тайными. Но последствия этих действий живут до сих пор. Десятки дел, которые могли бы раскрыть правду о революции, закрыты из-за отсутствия доказательной базы. Сотни людей, которые могли бы предстать перед судом, остались безнаказанными. И один человек, Болот Шер, продолжал играть роль народного защитника, зная, что под его ногами пепел уничтоженных архивов, в котором сгорели улики его истинной природы. Кому было выгодно, чтобы Бакиев пал, а его сейф исчез? Экономический след революции ведет к одному имени, которое редко упоминалось публично, но которое контролировало ключевые финансовые потоки до и после переворота. Назовем этого человека «теневой олигарх». В 2010 году он был одним из влиятельнейших бизнесменов страны. Владел активами в энергетике, транспорте, недвижимости. Публично держался в стороне от политики. Но за кулисами финансировал оппозицию, включая партию Болота Шера. Зачем богатому человеку свергать режим, при котором он и так процветал? Потому что Бакиев начал отжимать бизнес, перераспределяя активы в пользу своей семьи и ближнего круга. Теневой олигарх понял, если не действовать, через год-два он потеряет все. Революция была его страховкой. Он не выходил на митинги, не произносил речей, но именно его деньги оплачивали транспорт для протестующих, аренду помещений оппозиции, зарплаты активистов. Он инвестировал в революцию как в бизнес-проект, и этот проект окупился сторицей. После переворота активы Бакиева подлежали конфискации государством. Но государство в классическом смысле не существовало. Была рыхлая структура временного правительства, раздираемая внутренними противоречиями. В этом хаосе
Теневой олигарх через подставные компании начал скупать недвижимость бывшего режима по символическим ценам. Отели, рестораны, земельные участки, торговые центры — все, что раньше принадлежало семье Бакиева, теперь меняло владельцев через серию фиктивных сделок, которые оформлялись как передача активов в частное управление до завершения судебных процедур. По центральной площади Бишкека существует сеть туннелей, о которой знают единицы. Их строили в 70-е годы прошлого века, когда холодная война диктовала логику подземных убежищ для партийной элиты. Официальные чертежи хранятся в архивах Министерства обороны, но даже там документы неполные. Часть туннелей прокладывалась в тайне, силами специальных инженерных подразделений. Один из бывших сотрудников этих подразделений, которому сейчас 84 года, согласился рассказать то, что хранил молчанием полвека. По его словам, система туннелей соединяла ключевые правительственные здания с бункером глубиной 28 метров, рассчитанным на автономное существование группы из 50 человек в течение 3 месяцев. Но главное, один из туннелей вел за пределы города, к выходу в лесном массиве в 7 километрах от столицы. Это был секретный маршрут эвакуации на случай, если враг окружит Бишкек. После распада Союза о туннелях помнили все меньше людей. Их замуровали, засыпали землей, объявили непригодными. Но один вход остался доступным — через подвал здания, которое позже стало резиденцией президента Бакиева. Кто знал об этом входе? И почему в последние дни режима охранники замечали, что кто-то регулярно спускается в подвал по ночам, проверяя маршрут, который должен был оставаться забытым? Свидетель, работавший в охране резиденции с 2008 по 2010 год, вспоминает странные ночные проверки. Примерно раз в месяц, обычно около 2 часов ночи, к воротам подъезжала машина без опознавательных знаков. Выходили 2 мужчин в штатском, предъявляли специальные пропуска, подписанные службой безопасности президента. Они проходили в подвал, оставались там час-полтора, затем уезжали. Охранники получили приказ не фиксировать эти визиты в журнале. Более того, не обсуждать их ни с кем, даже между собой. Один раз любопытство взяло верх, и охранник попытался проследить за визитёрами. Он спустился вслед за ними по служебной лестнице, остановился у двери подвала. Слышал звуки шагов, эхо голосов, металлический скрежет, будто открывали тяжелую дверь. Потом тишина. Охранник не решился войти. Но запомнил одну деталь. Когда мужчины вышли, на их ботинках была свежая глина, хотя в подвале резиденции пол бетонный. Откуда глина? Единственное объяснение — они ходили дальше, в места, где грунт открыт. После революции этот охранник попытался рассказать о ночных визитах следователям Временного правительства. Ему ответили, что его показания зафиксируют, но никаких дальнейших действий не последовало. Через месяц он получил работу в частной охранной фирме с зарплатой втрое выше прежней. Ему намекнули: «Забудь то, что видел, и живи спокойно». Он послушался совета. Но память не стирается приказом. В ночь с 7 на 8 апреля, когда революция захлестнула столицу, этот охранник находился далеко от резиденции. Его смену отменили внезапным распоряжением за 6 часов до штурма. Он смотрел новости по телевизору и думал: если бы кто-то хотел вынести ценности из резиденции незаметно, тот подземный маршрут был бы идеальным решением. Никаких камер, никаких свидетелей. Просто спустись вниз, пройди туннель, выйди в лесу, где тебя ждет машина. 7 километров под землей, и ты исчезаешь без следа, пока толпа громит здание наверху. Был ли Болот Шер одним из тех, кто знал о туннелях? Прямых доказательств нет, но есть цепочка совпадений, которая заставляет задуматься. В 2009 году, за год до революции, Шер неожиданно начал интересоваться историей советских бункеров. Он посещал встречи с ветеранами инженерных войск, расспрашивал о секретных объектах эпохи Холодной войны. Официально это объяснялось работой над документальным проектом о военном наследии. Но проект так и не был завершён. Зато Болот получил доступ к архивам, где хранились схемы подземных сооружений. Один из архивистов помнит, что Шер просил показать чертежи объектов в районе центра Бишкека. Когда архивист спросил, зачем ему это, Болот ответил уклончиво:
Изучаю историю. Через неделю те же чертежи запросил человек, представившийся сотрудником администрации президента. Случайность? Или кто-то очень внимательно отслеживал, кто интересуется подземными маршрутами? После переворота Болот вошел в состав комиссии по обследованию правительственных зданий. Это давало ему доступ ко всем помещениям, включая те, что обычно закрыты. Один из членов комиссии вспоминает, как Шер настоял на детальном осмотре подвалов резиденции. Они спустились вниз, обошли служебные помещения. В дальнем углу Болот остановился у массивной металлической двери, вмурованной в бетонную стену. Дверь была заржавевшая, замок старый советский. Он долго стоял перед этой дверью, будто оценивал что-то. Потом сказал: «Здесь ничего интересного, идем дальше». Но коллега заметил странное. Замок был не таким ржавым, как должен быть после 20 лет забвения. На нем виднелись следы свежей смазки. Кто-то открывал эту дверь недавно. Очень недавно. Но комиссия не стала углубляться в этот вопрос. Болот быстро переключил внимание на другие объекты, и дверь осталась позади. Никто больше не вернулся к ней. Никто не попытался открыть. Официальный отчет комиссии упомянул подвал одной строкой. Осмотрен, ценностей не обнаружено. Вопрос остается: мог ли тяжелый сейф весом 800 килограммов быть вынесен через туннели? Технически да, если использовать специальное оборудование, тележки на рельсах, которые когда-то применялись для транспортировки припасов в бункеры. Если знать точную схему маршрута, чтобы не заблудиться в развилках подземелья. Если иметь людей, готовых работать в темноте и тишине, не задавая вопросов. Все это было у того, кто планировал операцию заранее, кто изучал историю туннелей, кто имел доступ к резиденции через связи в силовых структурах, кто знал, что в ночь с 7 на 8 апреля охрана будет минимальной, потому что кто-то отдал приказ снять часть постов. Болот Шер обладал всеми этими ресурсами. Он был человеком, который умел планировать сложные операции, действовать на опережение, использовать чужие ошибки. Был ли подземный маршрут частью его плана? Или это просто еще одно совпадение в цепи событий, которые слишком идеально совпали, чтобы быть случайными? 23 ноября 2015 года началось как обычный холодный осенний день. Болот Шер проснулся в 7 часов утра в своем доме на окраине Бишкека. Жена слышала, как он долго стоял в душе. Вода шумела почти 20 минут. Потом он вышел, оделся медленно, будто каждое движение давалось с усилием. За завтраком молчал, смотрел в окно на голые ветки деревьев. Съел половину тоста, выпил чай. Жена спросила, как он себя чувствует. Он ответил: «Нормально, просто устал». Но она видела. Это была необычная усталость. Это было что-то другое. Тяжесть, которая навалилась на его плечи и больше не отпускала. В 9 утра Болот сел в машину и уехал. Жена стояла у окна, провожая его взглядом, и почему-то не могла избавиться от странного предчувствия, будто она видит мужа в последний раз. Она отогнала эту мысль, занялась домашними делами. Но предчувствие не уходило. В офисе партии «Атомикен» Болот провел несколько часов, разбирая бумаги. Помощник помнит, что он был сосредоточен, но отстранен, как человек, доделывающий последнее дело перед долгой дорогой. Подписал несколько документов, дал указания по текущим вопросам. Примерно в полдень к нему зашел человек, которого помощник не узнал. Гость был среднего роста, в темном пальто, говорил тихо. Они закрылись в кабинете на 40 минут. Разговор был негромкий, но помощник, проходя мимо двери, уловил отдельные фразы. Болот говорил: «Я сделал все, что мог, остальное не в моих силах». Гость отвечал что-то неразборчивое, потом тишина. Когда гость вышел, лицо его было непроницаемым. Он кивнул помощнику и ушел, не представившись. Болот вышел через минуту. Лицо бледное, руки дрожали сильнее обычного. Он сказал помощнику: «Я уезжаю, остаюсь на связи». Сел в машину и поехал в неизвестном направлении. Больше его в офисе не видели. Во второй половине дня Шер оказался в районе Иссык-Куля.
Как он туда попал, зачем поехал именно туда, неясно. Местный житель, который держит небольшую придорожную закусочную, вспоминает, что видел его около 4 часов дня. Болот зашел, заказал чай, сел у окна. Сидел долго, больше часа, почти не притрагиваясь к чаю. Смотрел на озеро. Лицо было таким, что хозяин закусочной даже не решился заговорить. Он видел много людей, понимал, когда человеку нужна тишина. Болот расплатился, оставил щедрые чаевые, вышел. Сел в машину, поехал в сторону южного берега. Хозяин проводил его взглядом и подумал: человек прощается. С чем — непонятно, но точно прощается. Вечером мобильный телефон Шера был выключен. Жена пыталась дозвониться несколько раз, никто не отвечал. Она забеспокоилась, позвонила помощнику. Тот сказал, что Болот уехал днем, не объяснив куда. Жена почувствовала страх. Она знала мужа достаточно хорошо, чтобы понимать, когда он исчезает без предупреждения, значит, что-то не так. Она позвонила двоюродному брату, попросила попытаться найти Болота. Брат начал обзванивать знакомых, коллег по партии. Никто не знал, где Шер. Кто-то видел его днем в офисе, кто-то слышал, что он поехал в сторону озера, но точного местонахождения никто назвать не мог. Ночью жена не спала. Сидела на кухне, пила чай, смотрела на телефон. Ждала звонка. Утром 24 ноября местный рыбак, выходивший на озеро ранним утром, заметил машину, припаркованную на пустынном берегу. Машина стояла с открытой дверью. Рыбак подошел ближе. Внутри никого не было. Ключи остались в замке зажигания. На заднем сиденье лежала куртка, мобильный телефон, бумажник. Рыбак огляделся. Следы на песке вели к воде. Он пошел по следам. У кромки воды лежала обувь, аккуратно поставленная, будто человек снял ее, чтобы не намочить. Дальше следов не было. Рыбак понял. Он вернулся к машине, достал свой телефон, позвонил в милицию. К полудню береговую зону оцепили. Приехали водолазы, начали поиски. Поиски продолжались 3 дня. Тело нашли в 100 метров от берега, на глубине 18 метров. Экспертиза установила: признаков насилия нет, причина смерти — утопление. Официальное заключение — самоубийство. Родственникам передали вещи, жена получила телефон мужа. Она включила его, просмотрела последние сообщения. Одно из них было отправлено накануне вечером, около 8 часов. Адресат — неизвестный номер. Текст короткий. «Прости, я больше не могу нести это». Жена не знала, кому было адресовано сообщение. Ответа не пришло. Номер оказался недействительным. Симка была выброшена сразу после получения. В архивах Национальной библиотеки Кыргызстана хранится коллекция документов, переданных анонимным дарителям через 3 месяца после смерти Болота Шера. Коробка появилась на столе дежурного библиотекаря утром. Никто не видел, кто ее принес. Внутри — папки с документами, флешки, распечатки банковских выписок, фотографии. Все аккуратно подшито, пронумеровано, снабжено краткими пояснениями. Это были материалы о финансовых операциях партии «Атамикен» за период с 2010 по 2015 год. Доказательство того, что значительная часть активов, конфискованных у режима Бакиева, осела не в государственной казне, а на счетах подставных компаний, связанных с лидерами новой власти. Среди документов были копии переводов на суммы от 100 тысяч до $1 миллиона, схемы движения денег через офшоры, списки бенефициаров и отдельная папка с надписью «Золото Бакиева». В ней детальная реконструкция того, как 1,5 тонны золота были вывезены из страны через Казахстан в Турцию, где осели в хранилищах частного банка, обслуживающего элиту постсоветских стран. Владельцы счетов скрыты за слоями корпоративных структур. Но один из документов содержал список из 7 имен — людей, имевших доступ к этим счетам. Среди них — имя Болота Шера. Материалы были переданы правоохранительным органам. Началось расследование. Но через месяц дело закрыли по формальным основаниям. Недостаточно доказательной базы для возбуждения уголовного преследования. Документы признали недостоверными.
Происхождение их сочли сомнительным. Экспертиза подписей показала несоответствия, которые могли указывать на подделку. Следствие пришло к выводу, что кто-то целенаправленно пытался дискредитировать память болота Шера, подбросив фальшивые материалы. Дело закрыли. Документы вернули в архив библиотеки, где они лежат до сих пор, доступные любому исследователю. Но почти никто не обращается к ним. Большинство людей даже не знают об их существовании. Кто передал эти документы? Версий несколько. Одни считают, что это был кто-то из хранителей, решивший рассказать правду после смерти болота. Другие полагают, что документы подбросили враги Шера, чтобы очернить его память и ослабить позиции Атомикен. Третьи уверены, что это сделал сам Болот. Перед смертью передал материалы доверенному лицу с инструкцией обнародовать их, если с ним что-то случится. Это была бы его последняя исповедь. Попытка освободиться от груза, который тянул на дно. Но доказательств нет, только догадки. Среди документов есть одна бумага, которая привлекает особое внимание. Это рукописная записка, датированная 22 ноября 2015 года, за день до исчезновения болота. Почерк неровный, строки кривые, будто писал человек с дрожащими руками. Текст короткий. «Я начинал борцом за справедливость. Стал тем, против кого боролся. Деньги, власть, контроль — все это казалось необходимым для победы. Но победа оказалась дороже, чем я мог заплатить. Теперь я понимаю, нельзя победить зло, используя его методы. Зло побеждает тебя изнутри. Прости меня, мой народ. Я предал твою веру». Подпись неразборчива. Экспертиза почерка показала высокую вероятность, что записку написал Шер. Но стопроцентной уверенности нет. Документ мог быть подделан или мог быть настоящим. Истина скрыта за слоями сомнений, как золото Бакиева скрыто за слоями офшорных компаний. Но главный вопрос остается: кто стоял за всем этим? Был ли Болот Шер главным злодеем, организатором хищения, человеком, который использовал революцию для личного обогащения? Или он был просто одним из игроков в чужой партии, марионеткой в руках тех, кто остался в тени? Кто реально получил выгоду от исчезновения сейфа Бакиевых? Теневой олигарх, который скупил активы бывшего режима и умножил свое состояние? Хранители, которые контролировали информацию и превратили ее в инструмент власти? Болот Шер, чье имя фигурирует в документах о золоте? Или кто-то четвертый, пятый, десятый? Те, чьи имена мы до сих пор не знаем, потому что они умеют оставаться невидимыми. Экономический след ведет в десятки направлений. 1,5 тонны золота — это $50 миллионов по курсу 2010 года. Сумма достаточная, чтобы купить политическое влияние на годы вперед. Сумма, за которую люди готовы убивать. Или умирать, если груз совести становится невыносим. Но золото — это только часть картины. Были еще архивы, досье, компромат на сотни влиятельных людей. Это активы нематериальные, но не менее ценные. Тот, кто владеет информацией, владеет властью. Болот знал это. Он строил свою империю на информации и страхе. Но в конце информация поглотила его самого. Последний документ в коллекции — список из 12 имен. Люди, которые встречались с Болотом Шером в последние 3 месяца его жизни. Некоторые имена известны публично — политики, бизнесмены. Другие скрыты за инициалами или кодовыми обозначениями. Один из пунктов списка помечен красным. Теневой визитер, 22 ноября, 23:00. Это была встреча за день до исчезновения, поздним вечером. Кто этот визитер? Что они обсуждали? Может, именно эта встреча стала последней каплей, после которой Болот принял свое решение? Или это был тот, кто помог ему уйти, организовав инсценировку самоубийства, чтобы Шер мог исчезнуть и начать новую жизнь где-то далеко? Версия конспирологическая, но в истории с золотом Бакиевых реальность давно перемешалась с легендами. Семья Болота Шера живет в том же доме, где они жили при нем. Жена почти не выходит на публику. Дети выросли, разъехались.
Старший сын живет в Москве, работает в финансовой компании. Младшая дочь осталась в Бишкеке, преподает в университете. Они не дают интервью, не комментируют материалы о золоте Бакиевых, не отвечают на вопросы о том, знали ли они о деятельности отца. Молчание — их способ защиты. Или способ жить с грузом, который нельзя признать вслух. Жена Болота однажды сказала родственнице: «Я не знаю, кем он был на самом деле, и не хочу знать. Мне достаточно того, что он был моим мужем и отцом наших детей». Это была правда, но правда неполная. Каждый член семьи несет свою версию Болота в памяти, человека, которого они знали дома, а не того, кем он был в политике. И эти версии не пересекаются, существуя параллельно, как две жизни одного человека. Из хранителей никто не понес наказание. Группа распалась после смерти Шера. Каждый пошел своим путем. Подполковник из СНБ получил должность советника в Министерстве внутренних дел. Работает там до сих пор. Айтишник открыл собственную IT-компанию, которая занимается кибербезопасностью и тесно сотрудничает с государственными структурами. Остальные 5 членов группы остались в тени. Их имена неизвестны публике. Но те, кто понимает механизмы власти, знают. Хранители не исчезли. Они просто трансформировались, адаптировались к новым условиям. Информация, которой они владели, никуда не делась. Архивы, жесткие диски, флешки — все это где-то хранится, готовое к использованию, когда придет время. Власть в тени не умирает. Она меняет лица, но сохраняет суть. Теневой олигарх умер в 2018 году от сердечного приступа. Его состояние оценивалось в $1,5 миллиарда. Невероятная сумма для страны с маленькой экономикой. Официально его богатство создано честным бизнесом, успешными инвестициями, дальновидной стратегией. Неофициально все понимают. Такие деньги не зарабатываются без связи с властью, без доступа к ресурсам, которые должны принадлежать народу. Но доказательств нет. Или есть, но они спрятаны так глубоко, что найти их невозможно. Его наследники живут за границей, управляют активами через сеть компаний, зарегистрированных в юрисдикциях, где вопросы не задают. Они не возвращаются в Кыргызстан. Им здесь нечего делать. Деньги давно ушли туда, где их никто не достанет. Страна изменилась, но не так, как мечтали те, кто выходил на площади в апреле 2010 года. Революция обещала справедливость, прозрачность, конец коррупции. 15 лет спустя коррупция никуда не делась. Она просто сменила лица, адаптировалась, стала более изощренной. Старые схемы заменились новыми, но суть осталась прежней. Власть и деньги принадлежат тем, кто умеет их брать, а не тем, кто заслуживает. Народ устал от революций. Каждый переворот обещает перемены. Каждый заканчивается разочарованием. Люди больше не верят словам. Они смотрят на дела и видят, что дела не меняются. Золото Бакиевых так и не нашли. Официально расследование закрыто за отсутствием доказательств хищения. Неофициально все знают. Золото было, золото исчезло. Кто-то его забрал. Кто именно? Вопрос, на который нет ответа. Или ответ есть, но он похоронен под слоем лжи, страха и молчания. Архивы хранят документы, но документы можно сжечь. Свидетели помнят, но свидетели боятся говорить. Те, кто мог бы рассказать правду, либо мертвы, либо молчат, либо исчезли в странах, где их не достанет закон Кыргызстана. Но главный вопрос остается, висит в воздухе, не давая покоя тем, кто ищет ответы. Кто на самом деле управлял всем этим? Был ли Болот Шер мастером игры или пешкой в чужой партии? Утонул ли он в Иссык-Куле, раздавленный виной? Или его увели в последнюю ночь те, кто решил, что он знает слишком много? Находится ли золото Бакиевых в турецком банке? Или оно давно переплавлено, продано, превращено в недвижимость, яхты, счета, разбросанные по миру? Существуют ли до сих пор хранители? Или они растворились, передав эстафету новому поколению теневых кукловодов? Ответы похоронены там же, где похоронена правда о той ночи с 7 на 8 апреля 2010 года.
В подземных туннелях под Бишкеком, в сгоревших архивах СНБ, в памяти людей, которые предпочитают молчать, потому что слова могут стоить жизни. История болота Шера — это не история одного человека. Это история целой страны, которая пыталась вырваться из круга коррупции и насилия, но оказалась в том же круге, только с другими лицами. Это история о том, как революция пожирает своих детей, и как те, кто борется с чудовищами, рискуют сами стать чудовищами. Правда где-то рядом. Она лежит в коробке с документами в Национальной библиотеке. Она записана на флешках, спрятанных в тайниках. Она живет в памяти свидетелей, которые боятся говорить. Но правда молчит, потому что молчание — единственный способ выжить в мире, где знание опасно. И пока молчание сильнее страха, золото Бакиевых останется легендой. Легендой, которая напоминает: в истории побеждают не те, кто прав,